Фестиваль «Театральное Приволжье» закрывал спектакль молодежного коллектива «Абрикосовый сад» от Чувашского госуниверситета. Постановка «Страна слепых» по повести Герберта Уэллса не только была признана на конкурсе лучшей, но и была отмечена в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса». Торжественная церемония награждения всех победителей второго сезона фестиваля прошла в Государственном национальном театре Удмуртской республики. Люди страдали страшным недугом, о котором они сами и не подозревали. Они не видели травы, деревьев, солнца, света. Они не знали цвета радуги. Они были слепы. Коллектив Чувашского госуниверситета «Абрикосовый сад» второй сезон подряд становится победителем фестиваля «Театральное Приволжье». Однако в этом году на сцене блистают уже совсем другие люди, состав труппы поменялся. Неизменным, правда, осталось одно – желание творить вновь соединило абсолютно разных людей. Исполнитель главной роли Александр Чернов учится на программиста. Его партнерша по сцене Кристина Никифорова – будущий врач. На суд жюри они представили инсценировку рассказа Герберта Уэллса «Страна слепых». Историю о поиске себя и человека вокруг себя. Постановку оценил и сам инициатор проведения фестиваля, полпредпрезидент России в ПФО Игорь Комаров. Мы настраивались на такой, в общем-то, такой... Ну да. Это прям очень глубоко, очень здорово. Ну, чувствуется, что и руководители поработали, да? Да. Режиссер. Дмитрий. Здесь он руководитель. Лучшей актрисой среди детских коллективов признана чебоксарка Дарья Фомина. Девочка очень талантливо сыграла мальчика, который болен раком, обретает веру в Бога и в итоге принимает свою болезнь и неминуемую смерть. Спектакль «Оскар и розовая дама» с участием Дарьи завоевал бронзу. А Даша, проживая роль, говорит, поняла главное. То, что нужно ценить жизнь вообще, нужно ценить каждую минуту. Вообще, нужно любить мир, не знаю, принимать его таким, как он есть. Все будет все равно хорошо, все, что не делается, все к лучшему. Это первый раз, когда участники фестиваля в этом сезоне встретились на одной площадке. Все этапы конкурса из-за пандемии проходили онлайн. Члены жюри отсмотрели видеоверсии 416 спектаклей, в которых было задействовано около 5000 начинающих актеров. И вот, наконец, лучшие постановки разрешили показать на сцене. На сцене играть всегда веселее, потому что ты смотришь на зрителя, а он смотрит на тебя, и ты отдаешься всему ему. А когда ты играешь на камеру, то ты играешь... Ты тоже играешь как бы на публику, но ты ее не видишь, и не видишь, как она реагирует на это. Впрочем, у начинающих актеров еще будет возможность продемонстрировать свои таланты зрителю. Игорь Комаров отметил, что в этом году спектакли победителей в детской и молодежной номинациях будут показаны на региональном телевидении и на большой сцене. Очень приятно, что с каждым годом, уже второй год, но растет вовлеченность и участие ребят в фестивале. И мы видим, что все больше возникает коллективов, театральных коллективов на уровне школ и учебных заведений в совершенно различных регионах. Я уверен, что это даст очень много вам в жизни. Также на церемонии награждения решили, что фестиваль уже должен обзавестись домом, и этим домом должна стать Удмуртия. Так что закрытие фестиваля теперь всегда будет проходить в Ижевске. Екатерина Храмкина, Вести Чувашия.